Сегодня мы начинаем день с того, что нас принимает Союз писателей Татарстана, и писатели Татарстана здесь собрались. Самая актуальная тема, которая у нас сейчас на повестке дня, это, конечно, перевод. Я буду не оригинальна, но тем не менее я повторю слова Александра Пушкина о том, что переводчики – это почтовые лошади просвещения. Это действительно так. Каждый из тех, кто занимается переводом, знает, что такое перевод. Есть две вершины в переводе – это синхронисты, которых мы сейчас тоже поприветствуем, господа, они тоже здесь работают. Это наши коллеги. И есть еще одна вершина, конечно, художественный перевод, когда переводчик становится соавтором книги и дает, как мы говорим, свою кровь, вливает в произведение другого писателя. В нашем случае мы собрали здесь писателей, которые в большей степени являются не только переводчиками, а наоборот, они в первую очередь писатели и в то же время переводчики на другие языки. Это очень ценно. Это уже такая тенденция конца 20 века и начала 21 века, когда больше стали обращаться к переводу. Вы знаете, что ранее были писатели, то есть переводчики, которые занимались сугубо только переводом и практически не писали свои собственные книги. Кто ответит за перевод? Вопрос. Творческий диалог двух языков, достижения и потери в переводимой книге. Прежде чем мы начнем говорить на эту тему, я хотела бы предоставить слово издателю. В данном случае я акцент делаю на первую часть. Поэту, переводчику Максиму Амелину. Вчера, слушая выступления участников пленарного заседания, я отметил ряд интересных мыслей, которые, на мой взгляд, требуют какой-то практической проработки. Лювен Фэй предложил создать литературное сообщество, сообщество стран БРИКС. Мархав Кушик сказал, многим в наших странах известна только классика. В лучшем случае практически неизвестна современная литература. Это, конечно, не касается Китая, потому что у нас с Китаем постоянная связь, и современная литература русская очень неплохо представлена в Китае. И обратно китайская литература сейчас очень становится популярной в России. Каид Зайдулла сказал о сближении культур через перевод. Ну и, собственно, практически все говорили об этом сближении. БРИКС – это экономический союз, а не гуманитарный. Но вот эта гуманитарная составляющая, она должна хорошо дополнить вот эту идею сближения, не только экономического, но и культурного. Наших татарских писателей, наверное, интересует наши, союз писателей с вашим издательством. Какие перспективы у нас есть еще? Большая антология тюркоязычных литератур. 18 литератур будут представлены двуязычно, билингвально. Я думаю, что вот этот проект взаимных антологий, его стоит как-то зафиксировать и над ним поработать. На русский язык, пожалуйста, мы можем стать базовым издательством этого проекта. К
удовольствием, нам не привыкать, мы уже, у нас переводы с более чем 100 языков напечатанные. У нас есть методология проработки таких проектов и скорой, быстрой реализации. Бродский сказал в свое время, он прочитал всю русскую литературу в течение 4 лет. А мы, китайцы, мы перевели всю русскую литературу в течение столетий. У нас еще нет понятия татарстанская литература. Вы думаете, что это части русской или в прошлом это советская литература? Например, у входа Кремля там стоит памятник вашему великому поэту. У нас вышел в свет сборник его стихотворений. Это 50-е годы прошлого столетия. И этот сборник стихотворений очень популярный. Но мы перевели его стихи с русского. Да. И вот сегодня сейчас здесь многие писатели Татарстана. Я думаю, что в Китае... Антологиями надо. Да. Я думаю, что в Китае есть переводчики, которые знают татарстанский язык. Я думаю, что литературное произведение надо переводить прямо с оригинала. Если через другой язык, хоть великий литературный язык, как русский, как английский, но все равно потеряется что-нибудь. Особенно переводить поэзию. Это Ирина Пармедова знала, что я только что сделал доклад на конгрессе переводчиков в Москве. И у меня такая тема переводимости и непереводимости поэтической формы. В прошлом мне казалось, что формальная поэтическая форма это совсем нельзя передавать на другой язык. И поэтому после того, когда я перевел все стихотворения Пушкина, я просил переводить поэзию. И в течение 20 лет я только прозу переводил. Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад, что здесь. Когда я был в Армении в качестве атташе по культуре Ирана, изучил армянский язык, и я думал, что для нашего народа нужно, что больше знать о культуре и литературе Армении. Поэтому я переводил один из самых популярных бестселлеров книги в армян, называется «Резидент». «Резидент» переведен на английский и русский язык. И почти 14 лет назад я переводил эту книгу на персидском языке. И эта книга в Иране очень продается. Хорошо. Эта книга 5 раз republished по-русски не знаю. Переиздавалась. В 2011 году до 2015 был в России, в Москве, в качестве атташе по культуре Ирана в России. При этом я изучал русский язык, и там в Москве я работал. И потом, когда я вернулся в Иран в 2016-2017 году, я сначала переводил русские литературы, особенно короткие стихи, проза и стихи на персидском языке, и они издавали в разных газетах Ирана.
В 2021 2 года назад я переводил «Как мы пишем» книга из российского на персидский язык. Эта книга, вы можете хорошо знать, что антология 36 современных писателей России, они пишут. Это русскоязычный? Что? Русскоязычный писатель, антология. Да. Хочу вас поблагодарить организаторов, Союз писателей Татарстана. По какому поводу? Потому что мы подняли животрепещущую тему. Как бороться за читателя наших книг, как продвигать культуру наших государств. Пользуясь случаем, я поделюсь с вами некоторым опытом Казанского университета и себя лично, как мы сегодня продвигаем татарскую литературу. Этот вызов сделал нам ректор Гафуров. Он сказал: я буду уважать доцента кафедры татарской литературы и профессора, если возьмете и на моих глазах, пока я являюсь ректором, поднимите и сделайте одного татарского писателя достоянием мира. Чтобы татарская литература не была ограничена только 2 именами – Габдулла Тукай и Муса Джамиль. Я вызов этот приняла, ушла с должности начальника управления по научной работе, выбрала писателя. И сегодня, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Союз писателей Республики Татарстан, который внес большой вклад в пропаганду родной литературы. Сегодня мы присутствуем при исторической встрече. Здесь находятся люди, которые имеют отношение к тому, что татарская литература в советские годы стала узнаваемой. Прежде всего я хочу обратить внимание на переводчика Гузель Танцыковну. Она является внучкой Сарвар Адгамовой, благодаря которой... И Кавина Жми. Но я хочу отметить Сарвар Адгамова в этом случае. Благодаря труду Сарвар Адгамовой татарский читатель в середине века 20-го познакомился с шедеврами русской литературы. Сейчас я хочу обратить внимание на Лерона Хамидуллина, который скромно сидит рядом с Вахитом Имамовым. Благодаря Лерону Хамидуллину в середине 20 века была организована планомерная работа по продвижению татарской литературы в тюркскую литературу и обратный процесс. Мы познакомились с нашими кардаш-холок, с нашими родственными народами. Рамис Айбметов в должности заместителя председателя Союза писателей последние полвека он организовывал связь с Москвой, поэтому благодаря вот этой скрупулезной деятельности на страницах журнала «Октябрь», литературная газета, периодически выходили переводы. Шел такой равноценный диалог. Я хочу сказать спасибо Москве за то, что мы видели на страницах центральных издательств произведения наших писателей. Теперь я хочу с вами поделиться, как я ответила на вызов нашего ректора, который экономист. Сегодня я вам хочу показать, что было сделано. Благодаря тому, что президент Республики Татарстан I Митимир Шарипович дал денег, и русский переводчик Союза писателей Наиль Шмухаметов перевел книгу Аяза Гилязова «Давайте помолимся» на русский язык. Я разыскала героя книги Арпада Голготца, лучшего переводчика русской литературы Лермонтова-Пушкина в Европе. Он признан в Лермонтовской энциклопедии. Его имя стоит как лучшего переводчика. Неоднократно приезжал в Москву, получил из рук Ельцина орден. Мы его трижды привозили. Эта книга вышла в Венгрии. Переводили эту книгу 2 переводчика. Я очень волновалась. Опять вот на проблемы перевода говорим. Один из них Шапрони Андрош. Он переводил Достоевского. В нем я была очень уверена, потому что он изъездил Россию вдоль и поперек. А Аяз Гилязов себя считал, кумиром считал Достоевского. Поэтому в том, что Андрош Шапрони справится с этой задачей, и книга будет переведена за рекордных 3 месяца на венгерский язык. Это рекорд. Вторым переводчиком была Вертеш Юдит, молодой автор. Я очень переживала, потому что реалии советского периода для нее были закрыты. Мы были постоянно на связи. Но благодаря герою этой книги, гениальному переводчику Арпаду Голготце,
Два труда переводчиков разных поколений были сведены в единый текст. И никто, читая эту книгу, не почувствовал, что перевод готовился в 3 руки. И я горжусь тем, что когда я приехал как литературовед в Венгрию, президент Венгрии встретился с нами раньше австрийского посла и сказал: спасибо татарскому народу за то, что вы увековечили образ гордого венгра в своей литературе. Я считаю, что это признание татарской литературы уже европейскими читателями. Пользуясь случаем, я хотела поблагодарить члена Союза писателей и представителя уроженца и государства Турецкую Республику за то, что подарила нам переводчика, который нам подарил, и, наверное, Казидула, вы назовете этого переводчика? Фатых Кутлу приехал студентом в Елабугу, влюбился в татарский язык, женился на татарке, остался и теперь вам преданно служит интересам татарской литературы. Как сделать так, чтобы то, что мы пишем, было услышано? Это очень тяжело. Современная литература, мировая литература – это остро конкурирующее пространство. Никто нас там не ждет с нашими стихами, с нашей прозой, с нашими национальными литературами, какими бы древними и великими они не были. Ну вот не ждут. Как быть? 2 пути. Один уже здесь путь был озвучен. Я могу добавить сюда еще, например, институт перевода, который был создан в Москве. Кстати, он возник позже. Аналогичные центры возникли вначале в Турции и в Индии. В начале 2000-х. Это были как неправительственные организации при национальных министерствах культуры. Ежегодно объявлялся конкурс на получение гранта среди местных писателей. Этот грант, на что он тратился? На то, что приглашался известный зарубежный переводчик, подчеркиваю, известный, и заключался договор на издание этого перевода с престижным англоязычным издательством. Это очень важно, потому что переводчик может быть хороший, но если книга выходит в каком-нибудь второстепенном, третьестепенном, все. Вы будете с гордостью держать, я не имею в виду ваше выступление, я уверен, что там издательство хорошее. Автор будет гордиться, дарить родственникам, показывать. Но дальше книга, продвижения не будет, увы. Это рынок, где закон тайга. Вот просто я это первый путь, путь очень важный. То есть я уверен, что подобное может быть создано и в Татарстане при участии Союза писателей. Вот эти гранты на перевод литературы с татарского на английский, на основные, подчеркиваю, основные международные языки, потому что на другие языки это тоже хорошо. Но лучше, чтобы он было переведено на английский, французский и так далее. Китайский. Да. И второй путь, менее затратный даже. Не нужно ждать, что кто-то придет и скажет: «О, я готов вас перевести». Это работает по-другому. Посмотрите антологии или сборники поэзии, прозы, выходящие в Штатах. Там, как правило, всегда есть контакты авторов. Напишите автора, предложите их перевести на татарский язык или на русский. Какой вам удобнее. И после этого они тоже, как правило, это действует, это работает. Они почувствуют интерес к вам, они узнают о вас. Как правило, с авторскими правами здесь больших проблем не возникает, они как-то сами это все улаживают. Вот. Не нужно переводить бестселлеры. Да, с бестселлерами сложнее, когда вот хотите перевести. А вот если какой-нибудь рассказ или стихотворение, подборку стихотворений, ответным движением, как правило, будет ответный интерес. Автор захочет перевести вас. Это гораздо проще, чем ждать, когда возникнет центр, который будет вас продвигать. Это будет более сложно. Вот.
Должен сказать, что, к сожалению, в Узбекистане вот у нас тоже нету своего пока. Хотя на каждой встрече говорю о необходимости создания вот этого института по продвижению узбекской литературы. У нас та же самая проблема. Да? Тем не менее, узбекская литература переводится. И последнее, что я хотел сказать, к чему тоже тот сюрприз, к которому мы должны быть готовы. Не нужно ожидать, что тот автор, который известен, например, в Татарстане, он же будет известен и за его пределами. Очень часто случается, что в стране автором номер 1, 2, 3 является один человек, а за пределами знают другого. Например, когда я разговаривал с турецкими коллегами и упомянул, естественно, имя Орхана Памука, они сказали, если бы его читали на турецком, его просто легко переводить там и так далее. Другая история. Кто наиболее известный в Европе узбекский прозаик? Хамид Исмайлов, который живет уже почти 30 лет в Великобритании, да, которого он талантливый, ничего не могу сказать, он замечательный автор. Но в Узбекистане с любым его почти фактически мало кто знает. Мне, конечно, в первую очередь хочется сказать огромное спасибо Азербайджанскому государственному университету Бакинскому за то, что они среди тюркских народов первыми подготовили и выпустили статомной из стаканов историю народа Востока. Это огромный труд, и в Европе этим никто не занимается, естественно. А вот они первыми это выпустили. Очень много их произведений переведены на индийский, китайский языки. И туда включены и труды нашего академика Перхата Казакиева, нашего доктора наук Аврара Каримуллина. In the United Arab Emirates, we have more than 260 nationalities. So it's not difficult to live with all these nationalities, but you have to organize all of these things, because if you would like to be alive easily between all of these nationalities and to know how do they think, how do they live, and how to deal with them, you have to know their languages. You have to have translation between we and them. Actually, we don't use their we and them, but we say we together, because it's just one land for all of us. Во-первых, я долго думал, как построить, скажем, вот начало БРИКСа нашего, который пройдет в октябре в Казани. Все мы волнуемся, ожидаем. И я думаю, что очень правильно сделал Союз писателей сегодня о том, что нужно начинать с переводов. Нужно начинать с переводов. А перевод – это прежде всего сближение всех народов, всех языков. Рахмасызга, ташаккур хам шукран.